На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. 2 паспорта, 1 страховка. В Абхазии продолжается процесс оформления полисов обязательного медицинского страхования. Дерево, которое строит и кормит. В Абхазском государственном музее открылась выставка «Каштановые леса Абхазии» вчера, сегодня, завтра. Спорт на карантине. Из-за большого перерыва в занятиях тренеры Абхазии могут столкнуться с серьезными проблемами. В вооруженных силах Абхазии прошли ротно-тактические учения с боевой стрельбой. В ходе практических занятий на полигоне Нагвалоу военнослужащие оттачивали навыки стрельбы из различных положений, стрелкового оружия и гранатометов. Отрабатывали вопросы скрытного перемещения, оборудования и маскировки огневых позиций. Хорошую практику в организации управления огнем в различных условиях общевойскового боя получили командиры отделений, которые в ходе проводимых занятий управляли действиями своих подчиненных на огневых рубежах, сообщает сайт Минобороны. Согласно сообщению оперативного штаба, за 18 марта тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 217 человек. Диагноз COVID-19 подтвержден у 19 из них. В Гудаутской ЦРБ 17 марта скончалась пациентка 1956 года рождения. Основной диагноз – коронавирусная инфекция тяжелого течения. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 13 167 человек. Зарегистрировано 206 летальных случаев, выздоровели 12 610 человек. 2 паспорта, 1 страховка. В Абхазии продолжается процесс оформления полисов обязательного медицинского страхования. Теперь в республике работает 1 пункт выдачи. Элеонора Гилаян с подробностями. Правом получить полис обязательного медицинского страхования могут воспользоваться все жители Абхазии, имеющие абхазское и российское гражданство. Правда, российский паспорт должен быть без прописки. Все, что нужно сделать, взять оба паспорта и прийти в городскую поликлинику номер 1. Оформление полиса занимает не более 3 минут по времени. То есть мы вносим информацию у себя в базу, проверяем, есть ли застрахованный уже в нашей базе, и, соответственно, оформляем временный полис. Почему временный? Потому что все полисы для граждан Российской Федерации, не имеет значения, оформлены они в Республике Абхазия или на территории России, они печатаются на госзнаке. Период печати полиса, включая проверку в региональном регистре и все необходимые проверки, в принципе, на это дается 45 рабочих дней. Соответственно, на 45 рабочих дней мы выдаем временный полис, чтобы гражданин уже мог обращаться в медицинские организации на территории Российской Федерации, пока полис единого образца не поступил в пункт выдачи. Впоследствии застрахованный получает СМС. Мы информируем граждан о том, что полис медицинского страхования готов, и застрахованному нужно будет подойти еще раз и забрать уже полис единого образца. Он уже без срока действия, его менять и продлевать нет необходимости. Свою деятельность на территории Абхазии пункты выдачи российских полисов ОМС начали в мае 2018 года. Тогда это были 7 пунктов, почти в каждом районе страны. По словам специалистов, в самом начале поток граждан, желающих оформить полис, был большой. Сейчас картина иная. Были большие очереди, порядка 50 человек могло единовременно стоять в очереди для получения полиса. Если брать Гагру, там у нас люди занимали очередь с 6 часов утра. На данный момент большая часть граждан республики уже полисы оформили. Это у нас сейчас застраховано 50 473 человека на сегодняшний день. Сейчас таких очередей, конечно, нет. Пункт выдачи обслуживает порядка 15 граждан за день. Соответственно, застрахованный приходит в поликлинику и не проводит здесь более 5 минут. То есть этих проблем уже не существует с большим потоком, поэтому пункты выдачи было решено сократить до 1. Он вполне справляется со своей работой, и
можно приходить оформлять абсолютно без каких-либо проблем. Почему сократился поток? Есть ряд причин. Наверное, большая часть все-таки сознательных граждан полис уже получили. И часть граждан приходит сейчас те, кто получил гражданство недавно или продлил свой загранпаспорт, который был с истекшим сроком действия, соответственно, полис мы выдать не могли в момент обращения. Могу сказать о том, что большая часть людей все-таки, приходя сюда, переживала за то, что здесь будет очередь, они не готовы проводить здесь большое количество времени. Этой проблемы уже давно нет. Право на полис обязательного медицинского страхования есть и у детей. Родитель приносит с собой 2 своих паспорта, также российский и абхазский, и свидетельство о рождении на ребенка. В свидетельстве о рождении должен быть либо штамп, что ребенок является гражданином Российской Федерации, либо загранпаспорт гражданина Российской Федерации соответственно. Как рассказывает Владлена Старущенко, у людей были разные опасения, связанные с оформлением полиса ОМС. Однако все они не нашли своего подтверждения на деле. Переживают за то, что полис будет недействительным на территории России, но все-таки полисы здесь начали оформлять в рамках соглашения 2 министерств здравоохранения. Это Министерство Российской Федерации и Министерство здравоохранения Республики Абхазия. Поэтому говорить о недействительности полиса, наверное, не стоит, потому что это довольно серьезное мероприятие, к которому готовилась и Россия, и Абхазия еще ранее 2018 года, в 2017 году. Поэтому полис действующий, мы помогли большому количеству людей бесплатно получить на территории Российской Федерации услуги. Вот крайний случай, который я привожу в пример застрахованным, которые задают вопрос, насколько мне вообще стоит оформлять этот полис, а с такими вопросами тоже, к сожалению, приходят. Я привожу в пример вот недавнюю ситуацию, когда порядка 3 месяцев назад у нас, если вы помните, на Сухумской подстанции была авария, был пожар, и ликвидацией занимался молодой парень, ему 22 года. Он получил 51% ожогов, его экстренно госпитализировали на территорию Краснодарского края в ожоговый центр. Его родственники оформили ему полис, и за койко-место, за пересадку и все необходимые процедуры, исследования и так далее им не пришлось платить ничего. На данный момент он уже выписан, поэтому полис такая необходимая вещь. Пусть он, конечно, никому не пригодится вот в таком формате жестком, но тем не менее его наличие дома в папочке с документами дает нам надежду на то, что все будет хорошо. Пункт оформления и выдачи полиса в ОМС в здании первой городской поликлиники в Сухуме работает по будням с 9 утра до 5 часов вечера и до часа дня по субботам. Элеонора Гилаян, Раму Камке, Абаза ТВ. Из Абхазии в Россию вывезено более 10 тысяч аппаратов по добыче криптовалют, рассказал «Спутник», председатель Государственного таможенного комитета Республики Ата-Археция. Для перевоза оборудования нужно оформить таможенную декларацию, написать заявление на имя начальника таможенного поста, иметь счет-фактуру. Также необходимо оплатить таможенный сбор, который составляет 0,1% от таможенной стоимости товара. В Абхазии до 1 июня запрещена деятельность по добыче криптовалют, а также введено временное ограничение на ввоз в страну товаров, предназначенных для осуществления деятельности по добыче криптовалют. Туризм в социально-экономическом развитии Республики Абхазия и как работают инструменты развития туризма обсудили в ходе круглого стола в офисе Московской абхазской диаспоры в Москве. Как сообщает пресс-служба Минтуризма, министр Теймураз Хижба рассказал представителям диаспоры о деятельности главного туристического ведомства страны, о развитии и продвижении туризма в республике. Он проинформировал, какое место занимает Абхазия в последнее время среди туристических предложений о прошедшей международной туристической выставке МИД-2019.
2021. Участники круглого стола единодушны во мнении, что грамотно выстроенная имиджевая политика позволит значительно повысить инвестиционную привлекательность республики. Тимурас Хишба отметил, что, несмотря на уже наработанный опыт, Минтуризма находится в начале пути большой и системной работы по созданию положительного и привлекательного образа Абхазии. 22 марта завершается выдвижение кандидатов в депутаты органов местного самоуправления. В соответствии с законом о выборах в органы местного самоуправления право выдвижения кандидатов в депутаты собрания принадлежит избирательным объединениям и группам избирателей. Выдвижение кандидатов в депутаты собрания начинается за 40 и заканчивается за 20 дней до выборов. Избирательные объединения вправе выдвинуть одного кандидата по одному избирательному округу, на территории которого они действуют. Органы местного самоуправления избираются сроком на 4 года. Депутатом собрания может быть избран гражданин Республики Абхазия, обладающий избирательным правом и достигший на день выборов возраста 25 лет. Дерево, которое строит и кормит. В Абхазском государственном музее открылась выставка «Каштановые леса Абхазии» вчера, сегодня, завтра. Выставка посвящена одному из самых ценных пород деревьев в нашей флоре. Организатор экспозиции — Госмузей при финансовой поддержке Европейского Союза и продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Подробнее Анастасия Никонова. Сохранение каштана в Абхазии является частью актуальной задачи защиты леса. Почти 50 тысяч гектаров нашей территории – это каштановые насаждения, которые считаются одним из крупнейших каштанников в Причерноморье. Но сегодня, увы, эти деревья болеют. Чтобы еще раз привлечь внимание к этой проблеме, Абхазский государственный музей организовал выставку, посвященную каштановым лесам страны и их сохранению. Задумка этой экспозиции, она родилась очень давно. Просто в силу обстоятельств, пандемии и так далее, мы долго не могли ее осуществить. Идея зародилась после встречи сотрудников нашего отдела таким очень увлеченным человеком Екатерина Лукмазова, молодой специалист из Санкт-Петербурга. Она занималась и продолжает заниматься изучением проблематики каштана на Кавказе, в частности в Абхазии. Она нам привезла первые образцы каштановой продукции из Франции, из Испании, привезла нам книги, там всякие баночки, бутылочки, пищевые продукты, которые производят там. Впрочем, не только в европейских странах каштан является одним из основных ингредиентов блюд. Это дерево всегда было важной культурой в жизни абхазов. Древесина каштана традиционно применялась как строительный материал для возведения домов, а плоды использовались для приготовления различных блюд. Вот здесь мы попытались воссоздать немножко блюда, те старые рецепты, потому что пока мы ездили по деревням, снимали деревянные дома, снимали, как готовят пищу, спрашивали у пожилых женщин, что они готовили. И вот по их рецептам мы попытались сейчас воссоздать эти блюда. Мы сделали амгял каштановый, мы сделали ачапа разных видов, ачапа с капустой, а третье — это, собственно, ахачапа, сам каштан, основа его каштановая мука, заправленная немножечко орехами, специями, аджикой и свежим сыром. Сегодня каштановые леса Абхазии в опасности. Новые вредители, которые обнаружились в последние годы, поражают деревья каштана всех возрастов. Массовое поражение почек каштана приводит к падению урожайности и гибели отдельных деревьев. Каштан тоже не стал исключением, к сожалению. И достаточно давно он подвержен влиянию такого грибкового заболевания, как крифонектрия. Это болезнь, вызывающая усыхание деревьев. Наша задача включаться в эту проблему, пытаться ее решить. Есть разные методы, они достаточно известны. То есть наша главная задача — перенять тот мировой опыт, который уже есть в борьбе с вредителями и болезнями каштановых лесов. Сегодняшнее мероприятие — это один из таких моментов, чтобы продемонстрировать, наверное, те проблемы, с которыми сталкиваются наши леса. На представленной выставке отмечены
много аспектов и исторические, и культурные, этнографические, биологические. И в разных аспектах мы можем увидеть, какую большую роль играл и играет каштан в нашей жизни. Одним из наиболее опасных инвазивных вредителей каштана посевного является восточная орехотворка. Это мелкое насекомое, длина тела которого всего 3 мм, наносит непоправимый вред насаждению, отмечает Михаил Кирия. Мы можем отметить, что с момента первого обнаружения каштановой орехотворки в 2019 году в Бзыбском ущелье она активно расселилась по всему этому ущелью, заселила мюссерскую часть произрастания каштанов, продвинулась до нового фона. Означает, что с каждым годом ареал ее распространения расширяется, и в скором времени она, скорее всего, заселит весь ареал произрастания каштана. К этому времени мы должны быть соответственно подготовлены. На сегодняшний момент в Институте экологии при поддержке ФАО идет создание специализированной лаборатории, которая будет заниматься исследованиями, изучением применения биологических методов контроля именно в части крифонектриевого некроза. Это достаточно технологичная и сложная вещь, но мы надеемся, что с поддержкой наших партнеров, государства, мы справимся с этой проблемой. После официальной части открытия экспозиции сотрудники музея провели экскурсию по залу, в которой рассказали присутствующим о лесообразующих и защитных функциях этой породы дерева для Абхазии. Экспозиция «Каштановые леса Абхазии» вчера, сегодня, завтра открыта в Государственном музее до 26 марта. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ. Стоимость прожиточного минимума на одного трудоспособного жителя на 1 марта составила 7416 рублей 70 копеек, сообщает Госкомстат Абхазии. В эту сумму входит стоимость продовольственных товаров 5073 рубля, непродовольственных товаров 1453 рубля 70 копеек, платных услуг, налогов и обязательных платежей 890 рублей. Величина прожиточного минимума по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличилась на 4,5%. 21 марта исполняется 100 лет со дня рождения абхазского писателя, поэта, лауреата государственной премии имени Дмитрия Гулия Ивана Константиновича Тарба. Телекомпания «Абаза ТВ» готовит ряд интервью к этой юбилейной дате. 21 марта, в воскресенье, в нашем вечернем эфире в проекте «Ам Таялнахаз» смотрите интервью абхазского литературоведа, критика, публициста Руслана Кабба. Ауаҩы инаалоз, уи иаарыхшьа здыруаз абасоуп ишизырҳәо Иван Константин-иԥа Ҭарба ааигәа дыздыруаз зегьы. Рахаҭала дуаҩы инаалан, дуаҩы иԥшӡан, ауаҩы инаалашьа идыруан, ауаҩы аарыхшьа идыруан, ауаҩы убри аӡәы мацара ашәҟәыҩҩцәа урыстәылоума, қырҭтәылоума, даҽаџьароума, зегьы ауаа бзиақәа иман. Уи иаанаго ажәытәӡатәи философки иҳәахьеит, аԥсадгьыл уҭахызар, иара бзиа избо ауаа рҳала ҳәа. Избан акәзар, ахацәа ракәымкәа бзиа избо ауаа рҳала ҳәа абас иҟаз ауаҩын иԥа Константин-иԥа Ҭарба. А в понедельник, 22 марта, в нашем эфире интервью сына писателя Тимура Тарба. Работал он практически каждый день, много. Находил время, час-два обязательно, это минимум позаниматься. Когда он работал, естественно, в доме был режим тишины. Обычно меня очень легко отпускали на улицу в этот момент. Вот. Бывало так, что даже я злоупотреблял этим и допоздна гулял. Незадолго перед смертью Сталина, когда начала набирать новая волна антиабхазской политики, и, как говорят наши историки, готовилось уже выселение абхазского народа. Уже даже была набрана статья в газете «Абсныхович», но Сталин умер. Вот это приблизительно в тот период Георгий Гулия написал знаменитую, если не ошибаюсь, повесть «Черные гости». Она даже была поставлена в театре потом. Там была показана борьба абхазского народа против турецких завоевателей. Это выразило взрывную реакцию грузин. Потому что в произведении не отражено ничего грузинского. А тогдашняя идеология настраивала нас так, что абхазский народ не мог
восстать против турок без грузинского народа, в отрыве от грузинского народа. В общем, стали придавать этому национальный окрас. Напали на Георгия Гулия, за него заступился отец, потом напали на обоих. Очень серьезно дело приняло оборот, что пришлось вмешаться Константину Симонову. А он в то время был уже в любимцах у Сталина и пользовался его расположением. И ему тоже не без труда пришлось отстоять их обоих уже. Межвременье, так называется выставка абхазского художника Адгура Ампар, открытие которой состоится 30 марта в 13:00 в Центральном выставочном зале Союза художников Республики. На ней будут представлены живописные работы, которые создавались автором в основном в течение прошлого года. Пандемия слегка подкорректировала время проведения выставки, перенеся ее на этот год и на этот месяц, пишет сам Адгур Ампар в своем аккаунте в Facebook. Выставка продлится до 10 апреля. Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия с 23 по 25 марта проведет вторую международную научно-практическую онлайн-конференцию «АПЕЙПШ» на тему «Инновационные технологии в образовании. Новое время и новые подходы». Мероприятие будет проводиться на платформе Zoom с привлечением спикеров в лице ведущих специалистов в области образования Российской Федерации и Республики Абхазия, а также слушателей и руководителей, педагогов, участников просветительской деятельности всех районов нашей республики. Участникам мероприятия также предоставляется возможность задать соответствующие вопросы выступающим спикерам. Спорт на карантине. В Абхазии до 12 апреля действует ряд ограничений по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Под запретом проведения массовых спортивных мероприятий, а также деятельность различных кружков. Свое негодование по этому поводу высказывают тренеры Абхазии, отмечая, что из-за большого перерыва в занятиях спортом не только они, но и республика в целом может столкнуться с серьезными проблемами. Репортаж Виолы Барганджи. Пандемия коронавируса, загнавшая спортсменов в условия жесткой изоляции, поставила ряд острых вопросов. Как тренироваться и как не потерять многолетние навыки и форму. Виталий Читанава, заслуженный тренер Абхазии по карате Кекун-Сикай, со своими подопечными из-за введенных ограничений занимается исключительно на улице. Однако нужных результатов в таких условиях получить не удается. В карате, допустим, борьба, дзюдо, самбо. Есть виды, игровые, баскетбол, волейбол, да? Они же должны в зале, там, расчерчены границы, у каждого свое поле игры, у борца, ковер, также и ринг, у боксера. То есть, чему говорю, мы там, правила можем соблюдать и экипировку одевать. У нас, например, карате Кёкушинкай – это полноконтактное карате. Это бывало, мы начинали без ковра заниматься, но когда бои, нужен татами, ковер. Потому что в голову получив удар ногой, то есть, во-первых, у нас шлемы одеваются, мы на улице, как оденешь, в обуви туда ударить. Так если он туда получит голову, еще и он упасть может, об асфальт стукнуться, то есть поэтому это вообще нереально. Физическую подготовку, то есть физподготовку, дыхание там, чтобы себе там, или мышцы крепкие, ноги отжиматься, там понятно, можно, но технически мы ничего не делаем для того, что для боя именно нужно. Готовиться в таких условиях могут и хотят далеко не все спортсмены, отмечает Виталий Читанава. За последние полгода количество занимающихся данным видом спорта только в Сухуми сократилось со 120 до 30 человек. По словам тренера, восстановить прежние навыки после такого пробела юным спортсменам будет крайне сложно. С того момента, как мы начали на улице заниматься, у меня выпало, сейчас я вам скажу, сколько, 30 сказал у меня есть. Да, у нас около 30% осталось. У нас выпали дети, которые ждут спортзал, когда откроется. Это получается полгода он не занимался. А у нас, почему мы делали так? Мы и даже июнь-июль занимаемся, мы август только отпускали. Потому что в единоборствах боевых месяц пропустить это очень сложно. Это догонять надо, считай, что полгода пропустил. То есть, учитывая, что полгода человек не занимался, в итоге его дорога по пути карате, если 5 лет была, он ушел на 3 года назад. Вообще потерял форму и все. Заслуженный тренер Абхазии Андрей Погосов сегодня ситуацию со спортом в республике сравнивает с послевоенным периодом, когда на восстановление формы спортсменам потребовалось огромное количество времени. У нас война здесь когда была, и
год длилась она. И был провал у нас в спорте, вообще во всем. Пострадало много спортивных залов, все. Но мы отстали от всего мира по уровню подготовки. Многие группы распались. Не говорю взрослые группы, а младшие группы вообще они пропали, они растворились. И сейчас примерно такая ситуация, как была тогда. Первые результаты после того, как у нас более-менее нормализовалось, они пришли к нам где-то через 10-15 лет. Наши ребята там первенство России выигрывали, Европу, победителями первенств Европы, на мире в тройке были. Это очень сложный процесс. Такой перерыв в занятиях спортом, по мнению тренера по единоборствам Сергея Демьянова, даст о себе знать в ближайшем будущем. Если спорт сегодня для детей закрыть, то послезавтра, через 2 года мы увидим, что у нас не будет каких-то хороших результатов. И это естественно. Да, мы не увидим через неделю на старых дрожжах, что называется, спортсмены, которые готовились 2 года назад, они еще пребывают в форме, мы можем их поддержать и вывести на соревнования. Но уже новый набор мы очень сильно потеряли. Мы потеряли прям детишек, которые были бы ориентированы в этом возрасте. А наш спорт, единоборство, это тоже очень ранняя спортивная специализация. То есть нельзя взять человека в 15 лет и научить его, чтобы он стал чемпионом мира. Это очень сложно сделать. Мы поддерживаем тех, кто борется за здоровье населения. И спасибо им большое, хочется сказать. Но эта борьба не только должна запрещающие какие-то нести методы, но и разрешающие в том числе, поскольку именно спорт является самым нормальным лекарством от всех болезней. Вот и все. Вот так сейчас выглядит зал по подготовке дзюдо и самбо. Увидеть здесь подобную картину раньше было практически невозможно. Занятия начинались с 9 утра и продолжались вплоть до 9 вечера. Сейчас тут пусто, приходит только тренер, для которого непонятно, почему при закрытых секциях допустимо проведение тех же торжественных мероприятий. В школах разрешили детям 3 раза в неделю они занимаются, группы разбиты классы разбиты, потом 3 дня в неделю другие занимаются. Слушайте, дети, они когда даже в школу ходят, хоть они 2-3 метра друг от друга сидят, они на перемене вместе ходят, на улице все вместе ходят. Все наши пацхи открыты. Вон пойдите в Ирцаху, там банкетные столы за банкетными столами. Это же все видят, дети смотрят, родители звонят, многие дети... Очень много талантливых у нас детей. Мы их просто теряем. В свою очередь Виталий Читанов отмечает, что Абхазия могла бы последовать примеру других стран, где при открытых спортивных секциях установлены дополнительные предписания. Разрешено в классах по 20 человек, разрешено, я так максимум знаю. Мы же также можем стать. Мы можем, во-первых, мне с Федерации Белорусской по каратэ мой друг Олехнович, он подсказал. И они напарники, они меняют. В случае чего, если вдруг кто-то заболеет из них, легче этих 2 отправить, потому что мы на дистанции стоим все равно по 2 метра, по 3. И то есть эти напарники, они пойдут отдыхать, а остальные будут работать, процесс будет продолжаться. Сейчас в республике ряд ограничений по коронавирусу действует до 12 апреля. О том, будут ли они продлены еще на какой-то срок, пока остается неизвестным. Виола Парганджа, Сестрыква Гухава, Абаза-ТВ. В субботу, 20 марта, серебряный призер Европейских игр 2019 года Харитон Агарба проведет свой 5-й поединок на профессиональном ринге. Вечер бокса за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF состоится в субботу 20 марта на арене Мегаспорт в Москве. Нашему спортсмену в бою за пояс WBA «Континенталь» в первом полусреднем весе будет противостоять Роджес Хелбер из Венесуэлы. На днях Харитон Агарба провел открытую тренировку перед боем 20 марта на московской арене. Кроме того, он дал большое интервью изданию fightnews.info, где рассказал о своей подготовке и настрое на бой. Бой будет очень интересный. Я подошел к этому бою максимально серьезно, в хороших кондициях. Хочу показать ту всю проделанную работу, которую я сделал, и надеюсь показать зрелищный, яркий бой. И очень рад, конечно, что я боксирую на таком большом шоу, на вечере
Артура Бейтербиева. Тем более для большинства фанатов бокса, я думаю, этот вечер многим запомнится, потому что также там будет боксировать и Беспутин, и будет боксировать Павел Селягин. То есть и вечер обещает быть насыщенным, и я рад, что я часть этого большого боксерского шоу. В эту субботу вечер бокса с арены «Мегаспорт» в Москве показывает Матч ТВ. Трансляцию боя Харитона Агрба вы сможете увидеть и по нашему каналу. Сборная команда АГУ примет участие в стыковых матчах, которые являются отборочным этапом открытых соревнований по футболу среди студентов. Национальная студенческая футбольная лига сезона 2021 года, сообщает пресс-служба Госкомитета по делам молодежи и спорту. 23 марта команда АГУ встретится с трехкратным чемпионом НСФЛ и трехкратным чемпионом Европы командой Кубанского государственного университета. 24-го соперником сборной станет команда Ростовского государственного экономического университета. Игры пройдут в Краснодаре на базе Кубанского госуниверситета. На площади в центре Бишкека состоялся митинг владельцев машин с абхазскими государственными номерами, сообщает «Спутник Кыргызстан». Водители требуют от властей решить вопрос с регистрацией этих автомобилей. Они жалуются на то, что их никто не предупреждал о нарушении законов при покупке этих машин. Государственная таможенная служба Кыргызстана ранее сообщила, что машины были ввезены незаконно в нарушении таможенного законодательства. Проводятся рейды, автомобили выдворяют на штрафстоянку. Порядка 50 митингующих обратились к президенту Садыру Жапарову. Они отмечают, что нужно узаконить автомобили, которые уже ввезены в Кыргызстан. Сейчас о погоде. В выходные дни 20 и 21 марта в Абхазии облачная погода с прояснениями. В субботу временами дождь, в горах и предгорьях снег с дождем. В воскресенье преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью 7, днем до 12 градусов. Температура морской воды 10 градусов. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами и на сайте abaza.tv. До встречи в эфире. Удачных выходных.